Богу свойственно быть невидимым, но познаваемым из дел. Вера в Бога, о Боге Троицы. Что есть вера? Вера – это особое искусство жизни с Богом. Искусство веры открывается тем, кто всем своим существом доверился Слову Божию и живой верой усвоил его себе как Божию силу во спасение. Верить в Бога значит доверять Ему, значит признать Его существование, быть готовым следовать Его заповедям в собственной жизни. И в этом быть последовательным, сохранять верность сознательно избранному пути. Не случайно в апостольских посланиях сказано, что вера без дел мертва. Премудрость сотворения мира заключается в том, что все созданное обращено к Создателю. Все является таинственным свидетельством и насказанием, притчей о святой живоначальной Троице, создавшей мир. Вера в единого Бога Троицу отличает христианство от всех других религий, исповедующих единобожие. Бог един по существу, но троичен в лицах. Отец, Сын и Святой Дух. Все три лица Пресвятой Троицы совершенно равного божеского достоинства. Однако не три Бога, а один Бог. Святые отцы для того, чтобы как-то приблизить учение к восприятию человека, пользовались разными аналогиями. Святитель Василий Великий самой совершенной из аналогий считал радугу, потому что один и тот же свет и непрерывен в самом себе, и многоцветен. И в многоцветности открывается единый лик. Нет середины и перехода между цветами. Не видно, где разграничиваются лучи. Ясно видим различия, но не можем измерить расстояние. И в совокупности многоцветные лучи образуют единый белый. В книге «Бытия» указывается, что человек в самом создании своем наделен образом и подобием Божиим. Бог, желая создать Адама, сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». Бог обращается к своему единородному Сыну и Святому Духу. После сотворения человека Бог сказал: «Вот Адам стал, как один из нас». Если бы божество было односоставным, то Бог сказал бы: «Вот Адам стал, как я». В книге «Бытия» пишется: «И явился Аврааму Бог. Авраам возвел очи свои и взглянул, и вот 3 мужа против него.
он побежал навстречу им и сказал: «Владыка, если я обрел благодать пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего». Авраам увидел в образе 3 мужей Святую Троицу. Видя троих, Авраам обращался к одному, и этим он объявил единство Божества, ибо Бог един по естеству и троичен в лицах. Троица Святая неизобразима в своем существе, и если Церковь и имеет и чтит изображение Святой Троицы, то изображение это никак нельзя почитать как изображение существа Божия, и нельзя это изображение рассматривать как изображение естества Божия, но следует отнестись к этой иконе как к изображению глубочайшим образом символическому. И только так этот образ может быть совершенным. Дух Святой сошествием Своим исполняет Церковь славой Пресвятой Троицы, и слава эта становится для Церкви ее дыханием, ее светом, ее славой. Вся жизнь и устроение Церкви впечатлеется Святой Троицей, и в ее образе зреет и созидается неприходящим и неземным устроением. Велики и сладостны плоды Святого Духа: мир, тишина, необыкновенная радость, теплота и благовоние. Как легка и радостна жизнь со Духом Святым, каждый в ней может пребывать и радоваться. Стяжанию Святого Духа должна быть посвящена вся наша жизнь. Святой Василий Великий в Шестодневе говорит: «Мир есть художественное произведение, подлежащее созерцанию всякого, так что через него познается премудрость его Творца». Прославим наилучшего художника, прещедро и искусно сотворившего мир, и из красоты видимого уразумеем превосходящего всех красотой. И целый мир, состоящий из разнородных частей, связал Он, Бог, каким-то неразрывным союзом любви в единое общение и в одну гармонию. Самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним.